Все смешалось в доме Облонских. Во всех странах политики – это политики, а шоумены – это шоумены. Наши политики предпочитают быть шоуменами, мы уже к этому привыкли. Но есть еще и шоумены, которые были дипломатами. Сегодня у нас в гостях необычный гость, человек, которого все знают. Это бизнесмен, шоумен Дмитрий Чекалкин. Известный украинский шоумен, актер, бизнесмен в сфере рекламы и развлечений. Окончил Московский военный институт иностранных языков, где получил специальность переводчика арабского языка и иврита. Работал военным переводчиком в арабских странах, преподавал в родном вузе, трудился над кандидатской диссертацией. С 1992 года работал в Министерстве иностранных дел Украины. Был первым украинским дипломатом на Ближнем Востоке, консулом и руководителем передовой группы посольства Украины в Израиле. С 1997-го вице-президент производственно-коммерческого концерна «Денди», президент телерадиокомпании «Киевские ведомости». Сегодня шоумен, генеральный директор рекламного и ивент-агентства «Дива Продакшн», лауреат российской премии «Радиомания», автор многих теле-, радио и интернет-проектов, среди которых «Веселые яйца», «Операция Профессор», «Все гениальное в тостах», «Разыграли», «Привет, блондинки» и другие. Дмитрий Чекалкин в программе Натальи Влащенко «Люди». Hard Talk. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Я не готов был к такому представлению. Видите, пришел в дырявых брюках, мне даже теперь неудобно, я буду прикрывать. Не оправдываюсь, мы не ожидали. Я лично вообще сражена наповал, конечно. Мне даже неловко рядом с вами быть. Дмитрий, а вам не обидно, что вот все-таки вы же человек там, да, с классным образованием? По советским временам это была вообще супер вершина, да, топ образования. Вы закончили Институт международных отношений. Нет, военный институт иностранных языков. Да, но это тоже очень круто. Вы работали довольно долго дипломатом. И вот сейчас вы шоумен. Вам не обидно, когда вас выпускника там, Института иностранных языков называют шоуменом? То есть вы испытываете некий когнитивный диссонанс, что вот вы все-таки другой? Нисколько. Ну, все-таки по статистике мы живем один раз, да, и день прожитый назад не воротишь. Все мы в этом мире с кратким рабочим визитом. Вот хочется за этот отведенный промежуток времени, да, всего испытать, как в одном из посланий апостолов сказано: всего испробуйте, придерживайтесь лучшего. Да? Вот я как-то занялся тем, стал перечислять все свои специальности, которые попробовал, уже более 20 у меня было разных ипостасей. Иногда меня приглашают, какой-нибудь друг представляет как известный киноактер. Он действительно снялся там в 2 фильмах, но где-то, когда люди ищут в Гугле какие-то там, я не знаю, ссылки на то, что я киноактер. Да. А вы как себе это объясняете? На самом деле, ну, как бы известно, что там есть в жизни там стайеры, спринтеры. Есть люди, которые, знаете, для меня вот есть такие таинственные люди, которые там по 30 лет работают в одном научно-исследовательском институте или там еще на одном троллейбусе ездят. Абсолютно. А вы как сами себе объясняете вот такой разброс интересов и то, что вы там и побывали и дипломатом, и актером, и бизнесменом, и так далее? Вот... Ну, говорят, что все мы родом из детства, да. У меня было очень счастливое детство, и оно было связано в том числе и со многими путешествиями, поездками. И родители объездили весь Советский Союз со мной. И у меня была с детства тяга к путешествиям, да, причем я вот хотел быть, все время выбирал себе в детстве какие-то будущие специальности, связанные с путешествием, да, я. Правда, самым первым, я помню, мне хотелось быть парикмахером, потому что я симпатизировал мастеру, которому отец меня водил стричься, да, где-то там в возрасте 5-6 лет. Аккуратно спросила она. Видно, отец тоже ей симпатизировал, потому что они так очень мило беседовали. И потом... Я облегченно вздохнула. Сначала я хотел был дворником, потому что у него был шланг, который поливал наш 5-этажный дом на Нивках. Помните, мы переселились с Шулявки на Нивки, и эти дома ужасные, советские, да, хрущевские, вот они накалялись страшно летом, и дворник поливал. Я поняла, вы были с детства мужчиной увлекающимся. То есть, когда вы видели, что бы вы не увидели, пожарника или женщину, которая приехала из санэпидемстанции, вы немедленно хотели попробовать то, что делают они. Потом я хотел стать актером, потом журналистом, потом дипломатом, потом переводчиком. Все получилось наоборот. Сначала я стал военным переводчиком, потом дипломатом, потом журналистом, теперь вот актером. Теперь у меня есть студия «Экспресс-маникюра».
Поэтому я уже и как бы парикмахер, да, в какой-то степени. То есть осталось вот дворник Слушайте, еще ну у вот меня. это интересно, вот с точки зрения философии, но мужские рефлексии, они же так устроены, что мужчины как бы строго там вот следят, так сказать, за своим развитием. Ага, вот я там в 30 лет я был там менеджером среднего звена, тут я стал председателем правления банка, теперь я, конечно, буду там к 45 я буду министром. А у вас как-то так это, знаете, вот такое, ну, не вертикальное, а хождение по горизонталям, по разным. И это удивительно для человека, ну, достаточно умного. А может, вы слишком умны просто для того, чтобы, ну, знаете, не встраиваться в какой-то вертикальный взлет, который на самом деле ничего не означает в этой жизни ведь. Ну, согласен. Я просто еще до изобретения этого слова дауншифтинг, да, я стал дауншифтером еще вот в 99-м году. После того, как был президентом 2 телерадиокомпаний здесь, в Киеве, да, и воевали активно мы с Кучмой, с Амельченко тогда, нас закрывали, изгоняли, санэпидемстанция, пожарники, 8 раз переезжала радиостанция «Киевские ведомости», газета вообще не выходила. В общем, после этого мне пришлось продать свои акции, кстати, нынешнему главе администрации Борису Ложкину, да, и его другим партнерам. Которого никуда не изгоняли, по счастливой случайности. Григорию Суркису, да, и вот тогда я ушел с этих позиций, да, сделал свою продакшн-студию, которая позволяет себе как бы творчески реализовать себя, дарить там радость миллионам радиослушателей, поскольку мы делаем сегодня радиопроекты и радиопрограммы для более чем 200 радиостанций в 10 А вот странах радио мира. удивительный такой бизнес, да, он, ведь все как бы на свете поддается какой-то коррозии, да, все стареет, там, я не знаю, там, театральные коллективы там, через 7-8 лет они становятся, ну, малоинтересными, если они не развиваются. СМИ, газеты, журналы, они тоже устаревают в том формате. А радио, вот, оно, вот, мне кажется, оно вот бессмертно абсолютно, потому что бумага вот сейчас уходит стремительно, остается интернет. А почему человеку всегда интересно вот слушать? Ну, я, кстати, могу поспорить, радио тоже сегодня переживает не лучшие свои часы, Не лучшие, да, да? по объемам. Сегмент его на рекламном рынке значительно сократился. Ну, да, это и потому что количество- рекламный рынок сократился, в принципе. И его для всех. удельный вес радиостанции во всех практически рынках, да, в том числе в американском, где он был там 20-20% рекламного пирога американского был именно сейчас радийное. сколько? Сейчас где-то 15, даже может быть меньше, да, а в Украине и того меньше, там где-то 8% может быть. То есть у нас девальвация, слишком много мы раздали частот радийных, нет достаточного количества там и платежеспособного населения, чтобы окупить, да, и креативных кадров. Телевидение тоже, которое сегодня имеет огромное количество каналов, да, эфирных и кабельных, оно у радио забирает силы, да, все известные там российские, украинские сегодня телеведущие, это выходцы, в том числе из радиостанций в большинстве своем. Поэтому я не могу сказать, что радио, оно вот постоянно находится на одной высокой волне. Сегодня, вот мы буквально, сейчас я приехал в совещание, мы проводили как раз такой брейнсторминг по поводу интернет-радиостанции, такое антистресс-радио, да, сейчас у нас есть операция «Антитеррор». Мы говорим о том, что вот нужно, есть функция превыше интереса, да, должны мы выводить страну из стресса, нужно дать людям возможность улыбнуться, да, освободиться от своих вот этих фобий, страхов, от негативных эмоций. Это все лучше всего делать, конечно, с помощью юмора, да, поэтому вот наши юмористические программы, на которых мы специализируемся, они, вот думаем сейчас даже открыть специальную такую Кстати, я хотела у вас интернет-радиостанцию. спросить, потому что у нас же сейчас политика занимает, ну, такой удельный вес очень серьезно на телевидении и на радио. А почему эти все, не только программы, страшно унылые, не смешные, это понятно. Почему вообще люди, которые этим занимаются, они все такие, они, знаете, они как проникнуты, они страшно все на пафосе, они страшно неумными, кажутся, из-за этого, и абсолютно лишены самоиронии и чувства юмора. Люди, Вот которые как-то занимаются политикой? Да. Ну, к сожалению, наш генофонд вообще в пути поиздержался, да, то есть это в любых сфер деятельности, к сожалению, касается, да, и я любил все время цитировать это выражение, что мы более или менее калеками из полной темноты вошли в потемки.
а в полном смысле слова человеками уже, возможно, станут лишь далекие потомки. Да? Когда такой страшный генетический эксперимент был произведен здесь, когда миллионами, десятками миллионов уничтожали все самое благородное, красивое, здравое, разумное, умное, то что остается ожидать. Поэтому и маємо то, що маємо. Но, тем не менее, это не должно нас как бы окончательно лишать какого-то оптимизма. Все-таки мы новое поколение должны... Я не планировала начинать с радио, но коль мы уже начали этот разговор, то тогда мы этот цикл и завершим, и закроем еще несколькими вопросами о радио. Вот знаете, я не могу слушать радио в машине, когда еду, я много раз пыталась. Причем все радиостанции, так сказать, внимательно слушала. Случилась какая-то странная штука. Вот это о генофонде как раз и о профессионалах. Если это веселое и развлекательное радио, то что там говорят люди, такое ощущение, вот ребят, что покурили? Мне кажется, некачественно, что так курят. Очень некачественно. А если это серьезное радио, которое там имитирует радио там говорящее, да, там, где говорят там какие-то там серьезные темы, политики, еще что-то. У нас несколько таких радиостанций. Сейчас вот Вести еще прибавилось. Это, как правило, ну, малоинтересно, да, очень малоинтересно. Вот почему так случилось, что у нас нет вот ведущих культовых, да, потому что радио это прежде всего личность, это человек, на которого включают кнопку. Это первое. И второй вопрос, почему продукт сам радийный, он настолько похож друг на друга, потому что нет сегментации, нет хороших ведущих, которые говорят о культуре, нет хороших ведущих, которые там ведут какие-то там развлекательные шоу, нет хороших ведущих, которые качественно и интересно говорят о спорте, нет, в конце концов, ночной программы, на которые бы люди просто... Ведь огромное количество людей, которым просто реально плохо, когда темнеет, да? А это же особое время. Нет людей. Вот, и никто, главное, не ищет. Никому не нужно ничего. Ну, почему? Во-первых, есть сегодня параллельно с эфирными радиостанциями, есть интернет-радиостанции. Да? Вот есть, например, радиостанция «Аристократ ФМ», которая ну, действительно пытается как бы вести вверх, а не вниз. Да? Есть станции, которые... там Lounge FM, я не знаю, Relax FM, станции, которые создают вот такую вот комфортную то есть это нишевые такие станции, атмосферу. Да? Да? И в этом направлении, я думаю, что и будет двигаться рынок. Узкие форматы, которые будут существовать. Например, в Лондоне самая денежная радиостанция с самыми большими оборотами, при этом имеет очень небольшой процент слушателей, но это Classic FM, в котором очень эксклюзивная аудитория, да, и которую легко продавать рекламодателям. Но у нас, к сожалению, рекламодателей нет. У нас нет вообще по определению такого сегмента, да, у нас не рекламируются дорогие автомобили практически, да, не рекламируются какие-то... Это я знаю. Так как я для этого сегмента делаю журналы, сдаю, поэтому да. Я понимаю, что происходит на рынке. То есть здесь сегодня ожидать того, что возникнет на пустом месте, на одном энтузиазме голом качественный продукт, нельзя. То есть почему те же радиоведущие, которые могли быть культовыми, да, уходят потом на телевидение? Потому что там гораздо больше заработки, да, то есть несопоставимы. Там то, что получает на радио, там сегодня радиодиджей 300, 400, 500 долларов, да, и там 5000 долларов, которые получает телеведущий популярный. Это же все-таки... цифры, которые вы назвали, это сегодня средняя зарплата на радио? Да. Ну, как можно за эти деньги ожидать, что мы получим там культовых радиоведущих? Понятно, что это... И ну, мы это делаем, поскольку там у нас есть вот такая формула синдицированного радиовещания, то есть мы раздаем на максимальное количество радиостанций продукты, которые морально не устаревают, как те же там и розыгрыши именинников, да, там «Веселі яйця», «Привет, блондинки», вот там «Все гениальное в тостах», правила жизни, там, притчи времен и народов, вещи, которые... То есть вы работаете как продакшн? Продакшн-студия, которая максимально распространяет свои программы, в обмен получает или небольшие суммы, но за счет того, что они генерируются с большого количества радиостанций, они более-менее значительны, да, и рекламное время, которое мы потом продаем спонсорам. Благодаря этому мы худо-бедно уже там 15 лет существуем, да. То есть... Я хочу вам задать несколько вопросов, как человек, который работал в дипломатии. Вот смотрите, вы были первым украинским дипломатом, который был в Израиле, да? Что, с вашей точки зрения, сегодня происходит в Израиле? Потому что для человека, который ну, вот, является там, неофитом или там, обывателем обычным, он говорит, ну что такое сектор газа? Ну черт, ну почему нельзя ввести, сделать тотальную зачистку и вообще покончить с этой историей всей? Вот. Что сегодня такое? И вторая часть вопроса. Вот все чаще и чаще я слышу на украинском телевидении. Россия здесь хочет сделать Израиль, Россия здесь хочет сделать Израиль и так далее. То есть, что имеют в виду?
Ну, сектор Газа действительно это ужасная болевая точка, да, всего вот Ближнего Востока, потому что есть два палестинских анклава. Это западный берег реки Иордан, который гораздо более благоустроен, в котором практически там нет безработицы, да, ну, есть в значительно меньших масштабах, чем в Газе. А в Газе это, во-первых, страшная неустроенность, антисанитария, отсутствие нормальных дорог, отсутствие инфраструктуры. То есть, кроме того, этот анклав, который 30 лет практически жил в условиях, ну, грубо говоря, концлагеря, где израильтяне с 67-го, ну, меньше, да, с 67 по 92 год вводили комендантский час, где дети не могли находиться на улице после там, 9 часов вечера. Я помню, как мы приехали впервые с тогдашним нашим министром иностранных дел Удовенко, да, в Газу. И это был праздник, что можно детям гулять на улице после 9 часов, да, что там построили детские площадки, что дети могли купаться в море, ходить. Да, то есть это был, ну, все-таки Израиль сам этим очень тяготился, да, и вся просвещенная интеллигенция израильская, она говорила, что мы превратились из народа жертвы в народ оккупанта, который, ну, практически создал концентрационные лагеря на контролируемых территориях. Поэтому ожидать, что это само собой как-то развязалось, то есть были два гениальных политика, которые вот в эпоху этого максимального подъема мирного процесса в 93-94 годах, Ицхак Рабин и Шимон Перес, тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел. И была программа вот, обустройства этих там, сотен тысяч безработных, которые там живут, да, создание каких-то индустриальных зон, там, теплиц, в которых можно было бы их трудоустроить, потому что главная все-таки проблема – это то, что у людей нет нормального дохода, у них нет работы. Если бы у всех палестинцев, которые живут в секторе Газа, была нормальная, достойная работа, они бы не ходили часами на этих демонстрациях, да, и не сжигали бы израильские флаги. Главное то, что, в принципе, для Донецка тоже можно провести какую-то параллель, да, пускай условную, но что нужно дать достойный заработок этим людям, дать возможность им трудиться и зарабатывать, не получать только государственные какие-то там субсидии на эти обанкротившиеся шахты, а создавать действительно новые какие-то инфраструктурные проекты, строить нормальные дороги, строить, там, не знаю, пусть даже ту же стену, которая сейчас разъединит Украину и Россию, но дать людям работу, дать им хлеб, и тогда они не будут думать ни о каком сепаратизме, ни о терроризме. Поэтому... Но вы же понимаете, что если там звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. А существование многолетнего конфликта, скажем, в Израиле, ну, значит, кому-то это выгодно? Этот конфликт, к сожалению, был заложен изначально вот, решением о создании вот такого, сначала это был национальный очаг, да, в декларации Бальфура еще в 19 году после Первой мировой войны. То есть вот, дали как бы народу без земли, дали землю без народа. Но на самом деле эта земля не была без народа, да, палестинские эти земли, на которых там поколения палестинцев выращивали свои там маслины, да, и пасли скот, это были их земли практически, они до сих пор считают себя ущемленными в своих правах. И я видел, как работая как переводчик, потом как дипломат, встречаясь там не только я только был консулом Украины в Израиле, но и был представителем Украины на палестинских территориях. У любого палестинского студента висела фотография Аль-Акса, да, то есть мечеть Аль-Акса на Храмовой горе, которая контролируется Израилем, да, это все-таки до сих пор территория, в которой не введен какой-то режим международного контроля, это территория, на которой находятся святыни 3 там, мировых религий, но она контролируется израильскими войсками, израильскими автоматчиками, поэтому все палестинские там, юноши и мужчины, целых 2 поколения выросло в оккупированных территориях, и, предположим, каждый 4-й палестинец в Газе был в израильской тюрьме, представьте себе. Вот, ну, я дважды меня арестовывали, да, в свое время. За что? Там, ну, в институте, там, в военном институте меня патруль поймал без документов, но это был тоже такой шок для меня. Когда я убегал от патруля, меня ловили на Киевском вокзале в Москве, там длинная история. И потом... то есть это неприятно, вы хотите достаточно? Второй раз, когда я проводил здесь, возле Верховной Рады, в 98 году, первый там пикет, палаточный городок протеста, и меня арестовали тогда, когда закрывали Киевские ведомости, арестовали тогда вот нашего тогдашнего
президента и генерального директора концерна «Дэнди» Бродского и Месель-Веселяка, да, и вот я разбил такой палаточный городок, меня тогда арестовали тоже за нарушение общественного порядка. То есть я помню, насколько это унизительно, когда тебя арестовывают, но тем более, когда тебя арестовывают, обыскивают еще и там, и, возможно, избивают, да, то есть это остается такой психический, у тебя травма психическая на всю твою жизнь. И представьте, что каждый четвертый палестинский мужчина через это прошел, да, а у них у всех же есть дети, братья, сестры, родственники, то есть вот, к сожалению, то есть вы считаете, что можно провести параллель, да, между тем, что там происходит в секторе Газа, и тем, что происходит, ну я понимаю, что она очень условная, да. Но вот если говорить об неустроенности и вот ощущении жертвы какой-то, да, вот, которые существуют у палестинцев, да, что вот их принесли в жертву, решили, конечно, страшную проблему еврейского народа, который перенес такую страшную трагедию, как катастрофа, да, 6 миллионов погибших. То есть, но получилось так, что вольно или невольно, что решили проблему евреев за счет палестинцев, которые лишились своей родины, которые были изгнаны со своих земель. Да? То есть тогда просто израильтянам повезло, у них был более-менее уже прообраз государственного аппарата. Поэтому, когда было решение ООН от 1948 года о создании двух государств, то израильтянам было просто это сделать. А у палестинцев у них не было гражданского общества. Это были разрозненные деревни. Дмитрий, какой у нас может быть механизм решения проблемы? То есть можем ли мы пойти социальным путем, или мы все равно должны дать какую-то идеологию, какую-то партию, каких-то людей, которые будут выразительным чаянием людей, которые живут на Востоке? Или достаточно дать рабочие места, достаточно влить деньги, достаточно решить социальные проблемы? Ну, я думаю, что вот эта идея русского мира или русской весны, она абсолютно уже обанкротилась, да, она себя девальвировала, и, в принципе, при всех ужасах, которые там происходят, но если смотреть на светлую сторону, то она в том, что те, кто еще 3 месяца назад ходил на эти все демонстрации и кричал там о сепаратизме, федерализме. Россия. Сегодня у них ни у кого... Я вот только что буквально парковался и разговаривал со своим товарищем в Мариуполе, да, который наш копирайтер, наш сотрудник, который делает для нас программы. Он говорит, я не узнаю свой город. Еще 2 месяца назад здесь были колорадские ленточки, да, ходили эти ДНРовцы с российскими флагами. Сегодня все в украинских флагах. Мариуполь, который был еще 3 месяца назад одним из центров этого противостояния. Поэтому вот то, что сегодня происходит на этих оккупированных территориях, когда люди видят эти зверства и бесчинства этих казаков, там, завезенных этих наимитов, да, то для них это лучшая антипропаганда против вот этого российского. Ну да, одно дело посмотреть какие-то безумные программы, 10 лет смотреть, и в результате там эфемерно какие-то кричать, взывать каким-то братьям эфемерным, а другое дело видеть кровь, видеть, как разрушаются твои города и так далее. Это как бы это очень сильно отрезвляет. Грабят банки, грабят магазины, отнимают машины. Это же все происходит на глазах у этих людей. Они же видят, кто этим занимается. Поэтому... Ну да, у нас еще впереди отрезвление Крыма очень сильное, потому что ничего хорошего там не происходит. Там все-таки туда не напрасно отбирали самых вежливых, да, полицейских. Посмотрите, вот даже репортажи, которые там на YouTube загружены, как они вежливо общаются. Да, то есть действительно это образец для подражания, да, как они с какими-то там проявлениями недовольства у местного населения, они пытаются очень толерантно и сдержанно себя вести. То есть ФСБ понимала игру разницы между Востоком и между крымским населением, некоторую разницу? Там нужно было создать картинку, образец для подражания, да, а здесь максимальный очаг как бы дестабилизации и напряженности. А что ваше дипломатическое предчувствие? Говорит оно о таком ползучем приближении Третьей мировой войны или нет? Ну, я думаю, что вот сегодня уже появились, да, в интернете несколько намеков на то, что Путин уже дает там, ну, правда, не первый раз они появляются, но сегодня уже как бы приближенный журналист Колесников, да, российский, уже дал эту информацию о том, что... Ну да, Андрей Колесников считается любимым журналистом Путина, и как бы это, что у них прямая связь буквально. Да, и он читает, чьи его материалы Колесникова, да, спикер его неофициальный. Поэтому вот то, что он сегодня заявил, что уже Путин уже не верит этим, да, сепаратистам, это тоже как бы показатель, да, флажок такой, который о многом говорит. Ну, будем надеяться, что действительно прекратится, потому что все это на самом деле происходит из-за того, что открыта граница, и туда через эту границу сотни каждый день проходят наемников, танков, БТРов с вооружением, снаряды летят через границу. То есть это на самом деле достаточно одного звонка Путина, и все это прекратится.
Это понятно. Хотя, знаете, вот иногда ведь, когда мы сеем ветер, мы даже не представляем себе, какую мы бурю пожнем. Я не думаю, что Путин мог себе представить, как будут развиваться события. Я думаю, что развитие событий даже для него есть большая неожиданность. Вот, не говоря уже о московской элите и так далее. В журнале Newsweek последнем вот, материал, который 3 года писал журналист Newsweek, собиравший сведения из ближнего круга, да, как Путин себя ведет, да, и какие у него источники информации, да, и что сегодня он отрезан от своей семьи практически. То есть, если раньше Людмила Путина была, может быть, единственным человеком, который ему резал правду матку, да? Или я не думаю, что она ему что-то резала, но то, что он сейчас находится в изоляции информационной, да, фактической, вот... несмотря на то, что он там держит руку на пульсе, несмотря на доклады и прочее. Так эти доклады, они же создают у него вот эту манию преследования, да, то есть у него вот эти 3 папочки, в которых лежат только подобранные материалы в одном ключе, да, что вот мировой заговор, что мы здесь... Человек его профессии, его биографии не может не быть параноиком. К сожалению. Да, люди, которые работали в КГБ, они как бы по психотипу очень похожи. Как люди, которые сидели на зоне в тюрьме, как наш Янукович. Да, безусловно, безусловно. Особенно, кто сидел не один раз. А там же тоже происходят какие-то необратимые изменения в психике. Я хочу спросить у вас, вот вы человек, который работает, ну, я не знаю, как это можно сказать, чтобы это не звучало, как говорил наш Добкин, по-дебильному. Вы работаете с юмором, это очень тонкая субстанция. Понять, что смешно, что не смешно, невозможно. Более того, сами форматы смешного, вот этот код смешного, он очень быстро меняется. Все, что было смешно, там, знаете, я смотрю некоторые фильмы, думаю, господи, какой кошмар. Или там, допустим, слушаю какие-то юмористические программы или еще что-то. Как вообще это же достаточно тяжелый бизнес. Вообще смешить это тяжело. Более того, у нас же есть такая вот в Украине специфика восприятия смешного. Вот что-то можете сказать по этому поводу? Ну, конечно, юмор, как говорят, бывает блестящий, бывает матовый. Да? Матовый гораздо более понятный, доходчивый. Да? То есть разная аудитория. Я, поскольку веду иногда на разные абсолютно, вот особенно на свадьбах это показательно, да? Потому что все-таки вот когда ты ведешь юбилей или какой-то корпоратив, люди примерно одного культурного там, социального уровня, да, они объединены какими-то общими там, представлениями, понятиями. На свадьбах, например, абсолютно иногда дикие разные ожидания, да, у людей, пришедших на свадьбу. Поэтому то, что воспринимает, там, приходит к тебе отец жениха... Алкоголь – это лакмус вообще, вот, чтобы вы понимали, что людям нравится. Катализатор и лакмус, да, говорят, что нет лучшей аудитории, чем высокоинтеллектуальная и слегка подвыпившая, да, для юмориста. Дмитрий, а вот это вот есть же, знаете, есть же какие-то такие устоявшиеся там прошитые уже стереотипы восприятия. Вот, очень многие считают профессию тамады такой несколько унизительной, особенно для мужчин. Это такая, знаете, есть вот в ней что-то такое сервильное и даже халуйское, там, угодить людям пьяным, там, вместе с ними шутить, танцевать. Вот этот, ну, такой дурацкий, но и достаточно смешной в некоторых местах фильм «Горько», помните? Да. Он очень как-то так, по-моему, лихо это схватил. Вот вы с таким образованием, дипломат, вот вы ведете корпоративы, вам вообще это нравится? Ну, вы знаете, я вижу в этом тоже свою миссию определенную, да, вот... В чем она? Помните вот эту притчу о том, как Сократ вел своих учеников по дороге к Акрополю, да, и им по дороге встретилась куртизанка, которая с усмешкой посмотрела на Сократа и сказала: «Напрасны все твои труды, философ. Мне достаточно приподнять полы своих одежд, и все твои ученики пойдут за мной». «Да», — сказал Сократ, — «но ты ведешь их вниз, а я веду их вверх». А расскажите какой-нибудь анекдот, который только уже быстро, если вспомните, который характеризует украинцев. Ну, я все время рассказывал, как только избрали президентом Януковича, да, у нас же был проект вот в Ильяйте, операция «Профессор», когда его уже избрали все-таки со второй попытки президентом, посадив гуцул смиряку, а виросла туя. Ще не мали президентом ми такого дядька. Да? То есть украинцы непередбаченный народ. У вас есть ко мне вопрос какой-то? Если. Да не обязательно. Если нет, не обязательно задавать. Нет, мне вот хочется узнать, как вы, довольны ли вы сегодня сотрудничеством с телеканалом, потому что мне тоже часто вот предлагают.
сотрудничество с телеканалом. Смотрите, я же делаю продукт, да, иногда, так как я перфекционист, иногда это очень зависит от гостя. Когда я уезжаю, думаю, как все круто было, какие мы молодцы, иногда я думаю, господи, я вообще тем ли я занимаюсь. Это же постоянно вот эти волны, наверное, так же, как и у вас. То же самое, Поэтому я вообще больше всего в мире ценю профессионалов. Если это, вот, а все, что вокруг, это от лукавого, правда. Все эти разговоры, честно, нечестно, так, не так. Если ты создаешь продукт качественный продукт не может быть нечестным. Если он нечестный, он уже некачественный. Вот и все. Поэтому, я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос? Нет, я мне такое Спасибо ощущение, большое. да. Спасибо. Сегодня в гостях у нас был человек, которому астрономия дается очень легко. Ну, в общем-то, природа такая, которая бы все, за что бы он ни брался, у него получалось прекрасно. Это, кстати, признак таланта. Сегодня у нас был в гостях Дмитрий Чекалкин. Спасибо, Дима. Спасибо.